Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Ветераны Великой Отечественной войны в Туркменистане получат денежные подарки ко Дню Победы. РЖД предложили Туркменистану проект регионального пассажирского железнодорожного экспресса. Купальный сезон в Авазе откроется 25 мая и другие новости. Денежные выплаты в размере 200 манатов и ценные подарки получат в Туркменистане ветераны Великой Отечественной войны в честь 78-й годовщины Победы. Соответствующий указ подписал 3 мая президент Сердар Бердымухамедов. Документ предписывает хакимликам вилаятов, городов и трапов вручить подарки от имени президента Туркменистана в торжественной обстановке. ООО «Российские железные дороги» предложили Туркменистану проект регионального пассажирского железнодорожного экспресса по маршруту Аркадак-Ашхабад со скоростью 140 км в час. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Павлов, прибывший в туркменскую столицу для участия в работе международной транспортно-транзитной конференции. По словам Павлова, в настоящее время в качестве пилотного проекта между РЖД и туркменскими коллегами совместно проведена модернизация вагоно-ремонтного завода в Газаларбате. Кроме того, российская сторона предлагает Туркменистану несколько проектов по электрификации, по развитию регионального пассажирского железнодорожного экспресса. Во всех отделениях Туркменпочты открыта подписка на второе полугодие 2023 года на бумажную версию газеты «Аркадак». Стоимость подписки на печатное издание газеты сроком на 6 месяцев составляет 7 манатов 80 тенге. Оформить подписку на электронный выпуск газеты можно на сайте turkmenmedbugat.gov.tm в разделе «Центральные газеты, журналы и вилаятские газеты». 25 мая в национальной туристической зоне Аваза начинается очередной купальный сезон, и в данное время здесь завершаются подготовительные работы к летнему отдыху на море. Подготовка ведется в плановом порядке коммунальным управлением Хакимлика Авазы. К настоящему моменту практически все объекты морского курорта приведены в полную готовность к приему гостей. 15 мая в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана пройдет финальная игра второго сезона конкурса «Юные вестники мира», который проводится среди старшеклассников страны. Тема финала «Древо мира. Преемственность поколений». В финале примут участие сильнейшие школьники из Ашхабада, Дашогуза и Мары. Ученые из Мичиганского университета разработали новую систему, позволяющую превращать в сенсорный экран практически любую поверхность с помощью звуковых волн. Технология стала возможной благодаря комплексу микрофонов Voice Pickup Units. При прикосновении к поверхности объекта, на котором они расположены, они регистрируют образующие звуковые волны. Такая система может функционировать в среде с высоким шумовым загрязнением и почти на всех видах поверхностей, в том числе на игрушках, мебели, части тела человека. Белорусские инженеры помогут коллегам из Бразилии создать собственный народный трактор. По словам посла Беларуси в Бразилии Сергея Лукашевича, в Бразилии уже ведутся работы по строительству сборочных цехов по производству белорусских тракторов МТЗ. Программа пятого тура высшей лиги чемпионата Туркменистана по футболу 2023 будет представлена двумя матчами 4 и 5 мая. В четверг, 4 мая, Капедаг сыграет против Алты-Насыра, а Шагадам встретится с Ахалом. В пятницу, 5 мая, Ашхабад проведет встречу с Аркадагом, а Невичи с Энергетиком. Президент Центральноазиатской футбольной ассоциации Рустам Имамали в своей речи на 8-м конгрессе КАФа в Душанбе заявил, что страны Центральной Азии подадут совместную заявку на проведение финальной части Кубка Азии в 2031 или 2035 годах. Туркменский боксер Шукуравезов одержал досрочную победу в поединке 1/16 финала чемпионата мира в легкой весовой категории против представителя КНР Джао Икуня. Удар Авезова апперкотом отправил соперника в нокаут. В следующем бою Авезов встретится с представителем Испании Хосе Килесом. На чемпионате Европы по боксу 2017 года Хосе Килес завоевал бронзовую медаль, а на чемпионате Европы 2022 года стал серебряным призером. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.